кто зодчим строителя назовет. Но тот, кто на стройке бывал не однажды, кто сам много строит, конечно поймет. Поймет, что не только в составе союза строитель стал зодчим, но зодчий и тот, кто строит порой под немыслимым грузом рабочих, прорабских и прочих забот. Овации не ждет он и славы не просит, потомки пускай вспоминают о ней. В рабочей спецовке на благо России возводит он здания завтрашних дней. Введен дом построен в коротеньких строчках, нам слышатся отзвуки ярких побед. Ведь он созидатель, строитель и зодчий, прекраснее в мире профессии нет. Но вот если проехаться по округу, то можем, в принципе, увидеть, что на завершающей стадии у нас находится школа, которая на перекрестке Жарницкого и Пирогова. У нас уже 3 этажа появилось и детского сада на 240 мест, Жарницкого, Пионерская. То есть шаги, то есть есть уже, то есть строительство идет. Да, Якутская 12-14, то есть уже, в принципе, подписаны договора. Но и помимо этого, то есть еще РИА, то есть они уже потихоньку тоже начинают расселять людей, то есть микрорайон Звездный. Но это говорит о чем-то, что это не то, что плохо где-то там удаленно, а люди получают все-таки качественное жилье, и они его заслужили. Мы должны понимать, что это не одна какая-то программа, это будет комплекс программ, которые, то есть, должны до 30-го года мы, вот, по крайней мере, распрощаться с ветхим аварийным жильем или с аварийным жильем, даже по-другому так скажем. Сейчас такая идея в строительном округе сделать 2 кольцевые развязки, это которая будет Петра Алексеева и улица Пирогова, Стадухина, да, то есть там она будет, развязка посвящена медикам, потому что там очень много медицинских объектов, это будет такой некий арт-объект, это тоже строительство, как-никак, все равно это благоустройство, вот, и вторая развязка, которая это уже давно, о которой говорят, это Пирогова, Кальвица, Свердлова и Жарницкого, то есть вот там тоже, то есть она будет посвящена строителям, строителей всех. Не только нашего округа, но и всей республики. И от себя лично, то есть я от администрации строительного округа, конечно, поздравляю их с этим профессиональным праздником. Желать, конечно, то есть успехов, удачи во всем. Чтобы, конечно же, то есть хватало им терпения, потому что работают они и в зной, и в холод, и в жару. С праздником!